Сегодня 10-й день гражданской блокады Крыма. Ни одного грузовика на административных пунктах пока нет. Подробности знает наш корреспондент Гульсум Халилова. На пропускных пунктах Чангар, Каланчак и Чаплынка по-прежнему все спокойно. Фур здесь нет. Пустые фуры, возвращающиеся с Крыма, проверяют и пропускают. Сегодня на пропускной пункт Чангар приехали волонтеры из города Энергодар Запорожской области. Здесь они плетут маскировочные сетки и маскировочные костюмы кикимора. Говорят, приехали поддержать блокаду и провести мастер-класс по плетению маскировочных сеток. После окончания намерены отдать их представителям правого сектора. Я не знаю, насколько ему это. Привезли ее на акцию для того, чтобы организовать здесь такое движение, чтобы еще волонтеры другие подтягивались. Мы хотим, чтобы после нас приехали другие волонтеры, которые в этой сфере работают, для того, чтобы дальше эти сетки плели. В принципе, на фронт мы отправляем, отвозим сами на фронт их. Значит, они там очень востребованы. Там маскировочный костюм служит защитой для разведчиков, снайперов. Мы поддерживаем. Хотелось бы, чтобы Крым вернулся в наши края. Помогать плести маскировочные сетки также приехали ученики Новоалексеевского и Генического ПТУ. Ученики на плакатах написали свои пожелания участникам блокады. После детей накормили пловом. У меня вообще он нацепил. Кроме этого, участники блокады планируют переделать билборды, направленные в сторону Крыма, в цвета украинского и крымско-татарского флагов, с надписями, отражающие цели и задачи участников гражданской блокады. Мы решили на стороне въезда в Крым, со стороны выхода из Украины, написать на одном бигборде с левой стороны Украина, автономная, Крымско-Татарская автономная республика, витаем вас. А значит, на бигборде справа написать то же самое, только на крымско-татарском языке. Конечная цель нашей акции, это должны знать все, и россияне в том числе, это возврат Крыма в состав Украины. И возврат не просто как автономной республики Крым или не просто как области Крымской, как многие настаивают, а исключительно как Крымско-Татарской автономной республики в составе Украины. Вместе с этим на пропускной пункт Чангар сегодня приехал пианист Богдан. Он играл еще на Киевском Майдане. Говорит, приехал поддержать блокаду и исполнять свои композиции. У каждого свое оружие. И главное применять это оружие по назначению в интересах, в данном случае в интересах Украины. Мое оружие – это музыка. И я здесь для того, чтобы поддержать людей. Это вся информация на данный момент. Мы остаемся на месте и продолжаем следить за ситуацией. Гульсум Халилова, Олег Козыкин, Заман, АТР.